В этой видеолекции мы поговорим с вами о гендерном бюджетировании. Итак, гендерное бюджетирование является эффективным инструментом достижения гендерного равенства. И это современная управленческая технология, которая внедряется во многих странах уже около 40 лет. Вопрос гендерного бюджетирования сегодня – это не только актуальная и модная тема, но и важный инструмент реализации политики равных прав и возможностей женщин и мужчин. Какая же связь существует между бюджетом и политикой равных прав и возможностей? Женщины и мужчины являются как потребителями услуг, так и налогоплательщиками. Это означает, что доходы бюджета формируются за счет женщин и мужчин, а расходы распределяются также на женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Именно поэтому деятельность органов власти должна быть направлена прежде всего на удовлетворение общественных потребностей граждан и связана с получением жизненно необходимых услуг. Говоря о бюджете, необходимо помнить об обеспечении справедливого распределения ресурсов в интересах женщин и мужчин, девочек и мальчиков. С этой точки зрения одной из эффективных стратегий является внедрение гендерного бюджетирования. В более широком понимании это инструмент, который дает возможность реализовать государственную политику обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин за счет бюджетных средств. Что же это такое гендерное бюджетирование? Это учет проблем, потребностей, интересов разных групп населения при стратегическом и бюджетном планировании. Гендерное бюджетирование означает интегрирование гендерного компонента в бюджеты различных уровней и в бюджетный процесс в целом на всех его этапах. Также это процессы и инструменты, с помощью которых учитываются гендерные потребности как женщин, так и мужчин при распределении ресурсов на всех уровнях. Также это вид управленческой деятельности, связанный с разработкой и принятием бюджетов различных уровней с целью учета потребностей разных групп женщин и мужчин. Гендерный подход в бюджетном процессе способствует формированию бюджета, ориентированного на нужды и потребности людей. Концепция гендерного бюджетирования была задумана как гибкий механизм. Соответственно, существует и несколько подходов к работе с этим инструментом. Обобщая, необходимо отметить, что понятие гендерного бюджетирования относится к различным процессам и инструментам, с помощью которых учитываются специфические интересы женщин и мужчин различных социальных групп. Внедрение гендерного бюджетирования возможно на разных уровнях, от общегосударственного бюджета до бюджета небольших общин. При этом гендерное бюджетирование может иметь различную направленность, например, касаться анализа бюджета в целом или сосредотачиваться на конкретном секторе, например, в секторе здравоохранения, и в нем следует сфокусироваться на актуальной и особо острой проблеме. К примеру, на проблеме из-за влияния плохой экологии. Также гендерное бюджетирование может реализовываться на различных этапах бюджетного цикла, на этапе планирования или уже на этапе аудита бюджета. Именно поэтому не существует единого подхода или модели гендерного бюджетирования, и каждая страна определяет свой собственный подход. Поэтому важно не только поднимать вопросы относительно удовлетворения потребностей разных групп женщин и мужчин, но и искать на них ответы в стратегических документах и бюджетах. Это и есть рецепт, который предлагает гендерное бюджетирование. При этом следует отметить, что гендерное бюджетирование не отдает предпочтение одному полу. Наоборот, гендерное бюджетирование направлено на создание условий для равных возможностей женщин и мужчин в карьере, избирательном процессе, образовании, медицинском сопровождении и социальном обеспечении. Поэтому не стоит воспринимать гендерный бюджет как обеспечение потребностей женщин. Хотя он и может содержать некоторые статьи, направленные на поддержку женщин, например, поддержку одиноких матерей или жертв домашнего насилия, усиление полномочий женщин в политической или экономических сферах.
Также гендерное бюджетирование не являются отдельными бюджетами для женщин и мужчин. Взамен этого они приносят гендерную сознательность в политику, планы, программы и бюджеты всех правительственных учреждений. Этот инструмент не предусматривает равного распределения ресурсов между женщинами и мужчинами 50 на 50, ведь равное распределение ресурсов не будет учитывать дифференцированные потребности женщин и мужчин. Например, в результате проведенного гендерного анализа в сфере здравоохранения в Украине было выявлено, что более 70% больных на туберкулез – мужчины. Соответственно, программы профилактики этого заболевания необходимо планировать с учетом данной гендерной специфики, а именно направить основную часть мероприятий по профилактике заболевания на туберкулез на мужчин, находящихся в группе риска заражения. Более того, гендерное бюджетирование призвано помочь женщинам и мужчинам, девочкам и мальчикам уязвимых групп населения, что не всегда равнозначно понятию поровну. Гендерное бюджетирование способствует достижению целей устойчивого развития, так как 12 целей из 17 имеют отношение к гендерному равенству. В свою очередь, ориентированность гендерного бюджетирования на учет потребностей и интересов различных групп населения обеспечивает применение принципа «никого не оставить позади» в государственном управлении.